Всем доброго утра, хорошего настроения. С вами Вероника Тамцовцева. И еще один замечательный день начинаем в дружной компании на Якутия-24. Не забывайте, что у нас есть телеграм-канал, где мы делимся последними новостями, самыми интересными событиями, также анонсами и рецептами, которые вы могли нечаянно пропустить и не все ингредиенты записать. Поэтому оставайтесь непременно с нами. Ну а прямо сейчас, конечно, как и каждое утро, спешу поделиться прогнозом погоды, чтобы подобрать самый шикарный образ для нового рабочего дня. Итак, в центральных районах плюс 13, плюс 24, в заречной группе 13-24 выше 0. В южных 11-19 градусов тепла, в Вилюйской группе 13-24 со знаком плюс. В Нижнеленских плюс 15, плюс 23, в западных 12-25 выше 0. В Колымо-Интигирской группе Улусов плюс 8, плюс 18, в Янских 8-20 выше 0. На северо-западе сегодня 13-26 со знаком плюс. В столице в 6 часов утра температура составила 12 градусов, кстати, теплее, чем вчера. Атмосферное давление 743 мм ртутного столба, ветер западный от 1 до 2 метров в секунду. Сегодня днем в Якутске облачно с прояснениями. Ветер северный от 1 до 3 метров в секунду. На температура еще летняя 23-20 градусов тепла. Ну, погода за окном очень приятная, все хорошо и замечательно, но прямо сейчас расскажу вам удивительную историю об одном замечательном коте и его прекрасном хозяине. Китайский инженер построил мини-метро для своего кота породы Мейн-кун. Мистера Найса, метро со станциями, эскалатором и даже бильярдом. На это энтузиасту потребовалось 4 месяца кропотливой работы. Проект начался как небольшая задумка, но быстро перерос в масштабную стройку. Помимо метро, Син обустроил для питомца бильярдную с крошечными шарами, парковку для игрушечных машин и домашний кинотеатр с экраном. Также банк с кошачьей валютой. Я хотел создать не просто развлечение, а целую экосистему для кота, признается изобретатель. Самой сложной частью проекта оказалась синхронизация дверей, чтобы двери вагона и платформы открывались одновременно. Работающий эскалатор потребовал десятки прототипов. Проблему решили с помощью 3D-печати и подручных материалов. Любопытно, что сам Син может поместиться в вагон на случай технического обслуживания. Проект уже собрал десятки тысяч просмотров в социальных сетях. Поклонники отмечают не только креативность, но и инженерную точность реализации. Следующая цель Сина – построить для кота аэропорт. Ну что сказать, повезло коту. Вот такой заботливый хозяин с креативным мышлением и инженерной точностью. Ну, будем ждать теперь видео, где кот, видимо, взлетает на своем самолете. Ну а прямо сейчас делимся более земными новостями. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Разговоры о важном в детсадах начнутся уже 1 сентября. Пробные занятия ведут для воспитанников детских садов в 22 регионах, включая Москву, сообщают ведомости. Эксперимент продлится до конца года, после чего Минпросвещение решит, стоит ли вводить такие занятия во всех государственных детсадах страны. Заявлено, что занятия будут посвящены важности семьи и дружбы, развитию нравственных качеств, а также истории и культуре России. Ремонт площади Орджоникидзе стартовал в Якутске. Как отмечают в администрации города, больших изменений в облике пространства при этом ожидать не стоит. Специалисты заменят асфальт на брусчатку, а также проведут ряд работ по покраске некоторых элементов площади. Кроме того, в этом году на баланс управы Центрального округа передали и памятник Платону Аюнскому. Это позволит подрядчику провести частичный ремонт монумента, который включает его очистку, покрытие специальными растворами и замену плит. А для того, чтобы избежать дальнейшее разрушение, округ принял решение оградить памятник якорной цепью. Завершение работ запланировано на сентябрь. В текущем году у нас проходит не капитальный ремонт, это плановый ремонт площади. В настоящий момент в рамках ремонта произведена покраска ограждения площади, скамейки, урны покрашены. Будет отремонтирована зеленая часть, там, где должны были быть в этом году цветы. И будет проводиться работа в центральной части площади на 6 квадратах по укладке брусчатки.
Якутск готовит к зиме. В городе появится 10 новых теплых остановок. Павильоны появятся в местах с высокой проходимостью у областной больницы, возле крестьянского рынка, в районе Монетах и около речевой школы. Работа по установке находится на финальной стадии. Строительная готовность составляет порядка 95%. В дальнейшем также будут возведены теплые остановки, в том числе в микрорайоне Звездный. Сегодня количество теплых остановок в столице региона достигает порядка 70, а с новыми павильонами показатель достигнет 100. Опираясь на практику предыдущих лет по фактам тем правонарушениям, вандализму, повреждениям теплых остановок, мы в тех заданиях прописали, обустройство специализированных камер видеонаблюдения, которые будут иметь возможность и в дальнейшем будут подключаться в онлайн-режиме сразу в правоохранительные органы, в дежурную часть, для того, чтобы правоохранительные органы быстрее реагировали на те правонарушения, которые там происходят. На дорогах города Нерюнгри с 15 августа стартовал второй этап республиканского профилактического мероприятия «Внимание, дети». Вся работа сотрудников госавтоинспекции направлена на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранение жизни и здоровья детей. Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что количество происшествий с участием несовершеннолетних увеличивается в период летних каникул. Водителям следует быть предельно внимательными, а родителям личным примером показывать правила поведения на проезжей части. В рамках проведения второго этапа профилактического мероприятия «Внимание, дети» в сентябре месяце в начале учебного года будут выставлены дополнительные посты патрулирования в местах расположения общеобразовательных учреждений дошкольного и дополнительного образования. Также усилена работа по выявлению нарушений в сфере перевозки детей, неиспользования ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Власти сообщили о рекордном числе счастливых россиян. Доля граждан, довольных жизнью, за последние 32 года выросла до 57%. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений, заявил спецпредставитель президента и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Чиновник сослался на данные независимого социологического центра и отметил, что только 11% россиян недовольны своей жизнью. Год назад в фонде «Общественное мнение» сообщали, что индекс благополучия россиян превысил 6,5 пунктов из 10. Этот показатель показывает степень удовлетворенности жизнью, ощущение счастья и самооценку положения в социальном мире. Мне кажется, замечательные новости, что мы почти все счастливы. Но 17 августа мы отметили День воздушного флота России. Это день рождения гражданской авиации. Профессиональный праздник всех, кто с ней связан. Пилотов, авиаторов, инженеров, бортпроводников, диспетчеров, техников, специалистов наземных служб, которые круглосуточно выполняют ответственную работу. В нашей студии Малахов Александр Валерьевич, командир воздушного судна. Сейчас посмотрим сухой Суперджет 100. Вот. Доброе утро. Александр Валерьевич, поздравляем вас с праздником. Спасибо. Очень приятно видеть вас в форме. Как вы пришли в профессию? Все мечтали быть летчиками, но не все до этого дошли в конечном итоге. У меня это получилось достаточно просто. Я из авиационной семьи. Папа у меня работал в управлении гражданской авиации Якутии в свое время. Далее перешел в Якутский объединенный авиаотряд, был начальником наземных служб. Пилотом не был. А вот дядя у меня, Малахов Евгений Александрович, он был пилотом, начинал свою карьеру с Жиганска на самолете Як-12. Далее также в Якутский объединенный авиаотряд перешел и летал уже на Ан-12 самолете. То есть вы всю жизнь слышали о полетах? Да. Каждый раз, когда подъезжаем к аэропорту, я всегда вау. Даже из детства не сомневались, что будете пилотом? Не, у меня это прям с детства. Думаю, с детского сада уже. Меня готовили, тренировали. А как готовили, тренировали? А как готовили? Брали с собой на работу? Показывали очень много интересных моментов. Обсуждали мы это все. И, конечно, как модельки молодой собирали. парень, да, модельки самолетов обязательно. Это обязательно. Также следили, за мной следили, чтобы со здоровьем все. А что является самым сложным
и какими качествами должен обладать человек? Вот, ну, потому что понятно, что диспетчер, там, инженер, примерно, приблизительно мы сталкиваемся с этими специальностями в других областях, а вот Мгм. пилот — это что-то такое недосягаемое. Вот какими качествами должен обладать человек, чтобы быть пилотом? Ну, я уверен, что самое важное — это стрессоустойчивость, выполнять свои обязанности в тяжелых, трудных ситуациях в полете. Ну и также просто стрессоустойчивостью мы обойтись не можем. Нужны какие-то умения, навыки. И все это в совокупности нам помогает быть Ну, хорошими пилотами. Ну, в каждой профессии ты очень долго учишься, да, потом осваиваешь ты на практике. Конечно. Вот как говорить, если о пилотах? То есть меняется техника, меняются технологии, меняются даже какие-то требования безопасности. А вот Конечно. как адаптироваться к этому быстро? Удается? Ну, мы, во-первых, проходим обучение. 5 лет я учился в Ульяновском высшем авиационном училище гражданской авиации. Далее уже пришел на работу сначала в Полярной авиалинии, далее в Якутию. И переучивание на определенный тип, до этого Л-410, сейчас это сухой Суперджет 100. У нас постоянные тренировки, учебы, курсы повышения квалификаций, аварийно-спасательной подготовки. В общем, ко всему мы должны Подходит быть очень готовы. серьезно. Да. Ну, а теперь о романтике. Столько вот песен, стихов, там, произведений, даже фильмов связано с летчиками, да? Вот люди, когда видят вас в форме, какая-то реакция есть, вот как в песнях, вдохновение? Ну, вообще, Дети, например. да, когда мы, конечно, идем по форме, люди, как я заметил, смотрят с интересом, с уважением на нас. Некоторые даже люди подойдут, узнают, расспросят нас о нашей работе, профессии, ну и вообще там, нашем опыте, да, как, У мальчишек все еще восторг вызываете? ну, конечно, Как без этого, да? да. Ну, расскажите нам, поделитесь секретом, самые интересные случаи при исполнении обязанностей. Ну, как могу сказать, точно у нас ни один полет не проходит точно так же, как предыдущий. Все рейсы абсолютно разные. Интересы у нас проявляются ежедневно. Какие-то интересные ситуации, какие-то интересные моменты. Это там принятие решения на вылет, это у нас там, выбор запасных аэродромов, потребное количество топлива на полет. Особенно международные рейсы очень интересные. Мы выполняем рейсы в Харбин, Тинзинь, вот, Янтай сейчас, Китайскую Народную Республику. И ну, из определенного случая, когда выполнял полеты на самолете Л-410, в далеком северном районе Якутии мы забирали одну девушку, и она родила прямо на самолете у нас. То есть все-таки это не байки, Это это может реальность. быть такое, да. Такое может быть. Это были санзадания у нас, вот так вот получилось. Ну, приняли роды медики, Ну, естественно. потому что они были на борту. Ну, повезло. Мы выполняем Все-таки это свои не обязанности. не гражданский рейс, это уже радует. Вот есть какие-то приметы? То есть часто в профессиях, там, мы знаем, у театралов есть какие-то, там, нельзя пожелать там, перед выступлением там, что-то определенное, нельзя что-то сказать, там, одеть нужно, там, не знаю, разные носки или что-то подобное. Ну, из таких примет, это вот мы не говорим, там, вот на последнем рейсе, мы говорим, там, вот на крайнем рейсе у меня была там определенная ситуация. Также вот фотографироваться перед вылетом у нас нельзя. Почему? Ну, не знаю, вот такая примета. То есть когда плюс- ходят и запрещают, это вот тоже часть приметы. Ну, да. Вот, ну, за себя скажу, я стараюсь быть не суеверным человеком и особо в эти приметы не верить. Что посоветуете абитуриентам, которые вот только собираются поступать и одной из специальностей рассматривают летную специальность? Из советов это учиться, еще раз учиться. И следить за своим здоровьем, за физическим, обязательно психологическим здоровьем. Психологи нас очень контролируют. Английский язык очень немаловажно, я думаю. Сейчас в любой авиакомпании требует авиационный английский язык не менее 4 уровня для выполнения международных рейсов. Ну, стараться, саморазвиваться, техническую литературу читать.
То есть мечта достижима, просто нужно комплексно Мечта к этому. достижима, да. Но к этому надо идти и уверенно идти к этому. Ну, мы вас редко видим, в основном мы вас слышим, да, командир корабля отчет отдает, что мы прилетели, что мы взлетели. Вот сейчас что бы вы хотели сказать пассажирам и своим коллегам? Ну, хотел бы пожелать своим коллегам это мягких посадок, безопасных полетов обязательно, ну и достижению своих целей, чтобы все у них было прекрасно и в семье. И поздравляю всех с предыдущим праздником, с прошедшим праздником, День воздушного флота. Спасибо большое, что нашли время. Удачных полетов. Ну и давайте встречаться чаще, чтобы рассказывать интересные истории. Очень и помнить, что постараемся. полеты у нас безопасные. Дорогие друзья, мы вас тоже поздравляем с профессиональным прошедшим праздником. Авиация это не только романтика, это очень большой труд, поэтому спасибо вам за то, что мы безопасно летаем. Ну, сегодня у нас уже 20 августа. 20 августа 1966 года в воображении писателя Эдуарда Успенского родился забавный персонаж. Кто это может быть? Конечно, Чебурашка. В том же году была опубликована и первая книга о нем «Крокодил Гена и его друзья». 3 года спустя на советские экраны вышел первый мультфильм по мотивам книги «Чебурашка». Быстро обрел популярность не только в СССР, но и далеко за его пределами. Ну а прототипом послужила дочка писателя, которая носила большую, помните, такие у нас коричневые шубы были, и почему-то часто в них запиналась. Ну, тяжелые шубы, что сказать. Давайте вспоминать детство, ну и прямо сейчас узнаем, чем еще знаменателен сегодняшний день. На календаре 20 августа. По народному календарю сегодня Марины Пимены. Двойное название праздник получил в честь двух святых – преподобного Пимена и мученика Марина. В этот день люди наблюдали за аистами. Если птицы готовились к отлету на юг, ждали холодную и раннюю осень. Хозяйки в этот день обычно подавали на стол пироги с малиной. Этот день в истории. В 1667 году в этот день опубликована поэма Джона Мильтона «Потерянный рай». В 1721 году 20 августа пущены знаменитые фонтаны и каскады Петергофа. В 1812 году командующим всеми действующими российскими армиями назначен Михаил Кутузов. В 1915 году в русскую армию принят 18-летний Георгий Жуков, будущий маршал Советского Союза. А в 1945 году в Советском Союзе создан специальный сверхсекретный комитет для руководства работами по использованию атомной энергии урана. В этот день родились Вильям Похлебкин, советский, российский ученый, историк, географ, журналист и писатель. Василий Аксенов, советский, российский писатель-прозаик. Андрей Кончаловский, советский, российский режиссер, актер, сценарист, продюсер. Слободан Милошевич, югославский, сербский, государственный и политический деятель. Раджив Ганди, индийский политический деятель, премьер-министр Индии. Именины в этот день отмечают Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Митрофан, Михаил, Никанор, Петр, Пимен и Стефан. Вот такой интересный сегодня день. Ну, а чтобы утро началось прекрасно, это не только утро, но чтобы весь рабочий день прошел успешно, тем более, что нам подчеркнули, как важно сохранять свое здоровье для многих специальностей. Давайте прямо сейчас сделаем небольшую утреннюю гимнастику. Доброе утро, меня зовут Лилия, и я фитнес-инструктор по направлению зумба. И сегодня мы с вами сделаем танцевальную зарядку. Итак, давайте начнем, изучим несколько движений. Ножки вместе, мы работаем V-step с правой ноги. Раз, вперед, 2, 3, 4, встали на место и раз, 2, 3, 4, раз, 2, 3, 4. Добавляем руки с прыжком, хоп, раз, 2, 3, выдох, раз, 2, 3, хоп, раз, 2, 3, 4, последний и хоп. Отлично. Сейчас мы выполняем 2 шага вправо. И раз, хоп, 2. И присед. Таз назад выводим. Встали, выдох. Снова. Встали в обратную сторону. И раз, 2. И сели. Хоп, сели. Хоп. Раз, хоп, 2. Хоп, сели. Хоп, 2. Хоп. Еще раз. 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Отлично. Теперь кидаем ручки в стороны. И раз, 2,
3, 4. Работаем бедрами по кругу. И 5, 6, 7, 8. Чуть быстрее. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Теперь попробуем под музыку. Работают плечи назад. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ви-степ. Приготовились. И... Хоп. 1, 2, 3. Хоп. Вместе. Хоп. Выдох. Хоп. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Раз. Вправо и 1, 2. Сели. Сели еще. 1, 2. Сели. Сели еще. 1, 2. Таз назад. Назад еще. 1, 2. И 1, 2, 3, 4. Бедра. Еще. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Треугольник. Ви-степ. Хоп. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Хоп. 1, 2, 3. Выдох. Еще. Выдох. Хоп. Хоп. Просыпайтесь вместе с зумбой. Это весело и полезно. Ну, точно проснулись, так танцевально, взбодрились и возвращаемся к действительности. Сезон отчетов, дедлайны, обещание себе начать новую жизнь с понедельника. Знакомое чувство, когда важные дела мы откладываем на самый последний момент, находя себе десяток срочных дел вроде уборки или пролистывания ленты соцсетей. Это и есть прокрастинация, бич современного человека, и она крадет не только наше время, но и энергию, заставляя испытывать настоящий постоянный стресс. Но с этим можно и нужно бороться. Как именно? Смотрим. Как победить прокрастинацию? Записывай все, что приходит в голову, в бумажный блокнот. Потом эти записи можно будет превратить в задачи, а пока просто разгрузи мозг. Развивай концентрацию. Убери с рабочего стола все лишнее, потому что даже простой листик с каракулями или карандаш могут приковать к себе внимание сильнее гипножабы. Ничего не должно отвлекать. Работай короткими отрезками. Нужно стараться чаще делать перерывы и работать минут по 30-40. Награждай себя за любые успехи. Придумай какие-нибудь маленькие, но приятные призы, которыми будешь себя радовать по достижении промежуточных целей. Создавай ограничения. В современном мире вся жизнь человека в телефоне. Чтобы не тратить время в соцсетях и играх, поставь ограничения на использование. Все приложения работают примерно по одному и тому же принципу. Указываешь время, в которое нужно заблокировать все лишнее, и работаешь. Составляй списки дел и правильно формулируй задачи. И, наконец, делай ежедневный отчет. Если будешь каждый день подводить итог, что сделано, а что нет, сможешь строить надежные планы. Путь к победе над прокрастинацией долг и тернист. Главное – взять себя в руки и начать делать. Ну, вот вообще принято считать, что если человек не стоит за станком или, например, не добывает уголь в шахтах, а просто работает в офисе, то его здоровью ничего не угрожает. В действительности офисная работа порой оказывает не менее существенный урон нашему здоровью, и проблем может быть так же много, как и часов, проведенных на работе. Несколько советов, как сохранить здоровье, работая в офисе, дадим прямо сейчас. Доброе утро! Офисным работникам нелегко оставаться здоровыми, но для того, чтобы не заболеть в большом коллективе, используйте простые советы. Первое – это мойте руки часто. Это достаточно банальный совет, но многие в спешке рабочего дня забывают об элементарных гигиенических процедурах. Каждый раз после посещения туалета, перед едой, после того, как вы чихнули или закашлялись, покопались в папке с пыльными бумагами, пробежались по соседним магазинам или высидели длинное совещание в переговорной, на ваших руках скопились миллионы потенциально опасных бактерий.
Держите ваше рабочее место в чистоте. Как показывают многочисленные исследования, рабочее место рядового сотрудника офиса – это рассадник многих видов болезнетворных бактерий. Здравый смысл и врачи рекомендуют тем, кто болен, оставаться дома до полного излечения. К сожалению, трудоголики редко прислушиваются к голосу разума. Старайтесь избегать тесного общения с заболевшими коллегами. Специалисты не рекомендуют сидеть за компьютером без пауз в работе дольше 45 минут. Да и с последствиями многочасового сидения не удастся справиться даже фанатичной тренировкой в спортзале. Если позволяет погода, выходите ненадолго на улицу, просто погреться на солнце и подышать воздухом. Заведите ланчбокс, чтобы приносить из дома здоровую еду. Это не только бережет ваш желудок от случайной еды, но и экономит деньги. Научитесь перекусывать овощами, фруктами и нежирными йогуртами. Помните, конфета – это неправильный перекус. Обязательно съешьте что-нибудь перед уходом с работы. Это отличный шанс отказаться от обильного ужина на ночь. Используйте отпуск, даже если вы не представляете, как без вас обойдутся коллеги. Неважно, где вы его проведете, главное, чтобы вы смогли сменить деятельность. Ученые говорят, что лучший режим отпусков – это несколько коротких периодов отдыха в году. За это время и вы придете в себя, и ваши коллеги не успеют наделать ошибок без вашего присмотра. Будьте здоровы! Но продолжаем тему здоровья. Как можно дополнительно помочь себе при лечении алкогольной зависимости у врача-нарколога? В лечении алкогольной важно не только устранить негатив, тягу к алкоголю, но и добавить позитив, здоровую привычку, которая приносит удовольствие и пользу. В вашем привычном дне была выпивка и алкогольные развлечения с друзьями. Вы убрали это из своей жизни, и вот образовалась пустота. Чем вы эту пустоту заполните, выбор за вами. Опережая интересующие вас вопросы, мы пригласили в студию Романа Козыкина, врач-психиатр, нарколог Якутского республиканского наркологического диспансера. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, Роман, вообще здорово, когда люди начинают новую жизнь, да, отказываются от вредных пагубных привычек. Можно ли резко отказаться от алкоголя и сразу перейти к физической нагрузке? Ну, то есть вот вчера пил, сегодня решил, что все это тебе не нужно, и, не знаю, занялся легкой атлетикой. Ну, в целом, конечно, никто запретить не может такими делами заниматься, но вообще влияние алкоголя на организм, оно очень существенно. И, соответственно, тут уж надо выбирать. Это либо алкоголем заниматься, либо спортом. Вот. Сам по себе алкоголь, он вызывает, сама биохимия алкоголя, она противоречит занятию спортом. То есть люди, употребляющие алкоголь, у них повышенный выброс кортизола, это гормон стресса. Вот. Соответственно, из-за этого нарушается сон, вот. Повышается, разумеется, стресс. Да. А спорт это у нас что? Здоровый сон, борьба со стрессом, то есть это абсолютно противоположные вещи. А почему, на ваш взгляд, спорт, тем не менее, способствует и помогает отказываться от спиртных напитков? То есть, потому что это, в принципе, несовместимые такие вещи. Если ты серьезно занимаешься спортом, то априори не можешь как бы нарушить свой график. Да. Ну, опять же, возвращаясь к несовместимости алкоголя и спорта, можно еще упомянуть тот факт, что люди, употребляющие алкоголь, у них всегда имеются электролитные нарушения, это то же самое обезвоживание, у них снижается, ну, то есть алкоголь, он вымывает, так скажем, калий, магний, это вещества, которые помогают в работе сердца. Соответственно, люди, употребляющие алкоголь, у них аритмии, та же самая мерцательная аритмия. Ну, соответственно, человек с мерцательной аритмией, он спортом заниматься не очень-то и сильно может. Вот, так же, как вы сказали, вот, о самодисциплине. Самодисциплине, это, конечно, очень важно. То есть человек, который употребляет алкоголь, у него, соответственно, с самодисциплиной, скорее всего, большие проблемы имеются. Вот, если он, допустим, вряд ли он вчера, допустим, был в баре, а сегодня он такой бац, побежал марафон. Ну, кстати, такое бывает, конечно, но об этом, наверное,
подробнее расскажет. Ну, попозже. последствия, я думаю, тоже очень большие. А какие последствия вообще на организм? Вот мы часто не задумываемся, не только спортсменов, но какие глобальные последствия при долговременном употреблении алкоголя оказывается на организм? Ну, насчет глобальных проблем. Ну, например, даже банальный пример взять. Если человек, ну, возьмем спортсмена какого-нибудь, да, вот он однажды, допустим, взял, оступился, решил употребить алкоголь. Ну, алкоголь, он уже ведет к повышению травматизации. То есть, допустим, спортсмен-бегун выпил, невзначай, потом пошел, споткнулся, упал, сломал себе лодыжку, ну, вот, пожалуйста. Уже и не спортсмен на какое-то время становится человек, да, вот. Соответственно, люди, хронически употребляющие алкоголь, у них возникает такая вещь, как полинейропатия. То есть, соответственно, постоянно трясущиеся руки, нарушение координации движений, снижение внимания, концентрации. Вот. Соответственно, такой человек, он спортом априори заниматься не может. Опять же, вот насчет кортизола, он снижает синтез мышечных белков. Мышечный белок, он всем спортсменам, в общем-то, нужен. Ну, разве что шахматистам, наверное, не нужен. Вот. Хотя там тоже фигуры надо двигать. Ну, не только двигать, там еще очень много надо думать и концентрироваться. Так, ну, а какие преимущества отказа от алкоголя можно назвать, в том числе и для спортсменов? Ну, вот опять же, как мы упоминали, это самодисциплина, прежде всего. Также, если человек занимается спортом, он находится в спортивной среде, у него круг общения — это, по сути, люди, которые выбирают здоровый образ жизни. Вот. А когда человек у нас общается, ну, с определенными людьми, он принимает, так скажем, за норму их поведения. То есть если человек у нас общается с людьми, которые алкоголь употребляют, ну, это норма, то есть в компании это отлично, замечательно, ничего такого страшного нет. Если люди занимаются здоровым образом жизни, соответственно, для них норма не употреблять алкоголь, вот, и вести здоровый образ жизни. То есть тут надо тоже понимать, что окружение тоже влияет очень сильно на людей. Вот. И опять же, отказ от алкоголя и занятие спортом — это снижение стресса того же самого. То есть борьба со стрессом. Люди некоторые борются со стрессом употреблением алкоголя, вот, но это тупиковый, так скажем, путь, потому что сначала мы боремся со стрессом употреблением алкоголя, а потом мы боремся с употреблением алкоголя. Вот. Ну, а чем себе можно помочь? То есть вот человек принял уже решение для себя, что он хочет отказаться от алкоголя, изменить свою жизнь. Чем еще дополнительно он может себе помочь при лечении алкоголизма? Так, ну, вот, как мы говорили, спорт очень хорошее дело. Вот, и дополнительно, ну, если брать, например, какие-то грубые, ну, примеры, да, вот буквально недавно читал статью о молодом человеке, который находился в баре всю ночь и случайно попал на марафонскую дистанцию, там 8 километров люди бежали. Вот, и он так ради интереса в одних шлепках с ними вместе побежал. Вот, да, то есть, казалось бы, человек употреблял долго алкоголь и вдруг решил поучаствовать в спортивном состязании, он даже занял какое-то место, ему даже какую-то медаль дали, но тут скорее это, наверное, исключение, потому что есть такие люди, вот, это, у которых внутренние резервы организма настолько широки и хороши, что вот они способны на такое, но в большинстве своем люди, ну, они не такие. То есть возьмите какого-то среднестатистического человека, он так не сможет. Да? И какой позитивный результат вот того, что он в этом марафоне поучаствовал, этот молодой человек сказал, что он теперь встал на путь исправления, и что он теперь будет отказываться от алкоголя и заниматься спортом, потому что он понял, что его успехи в спорте, вот, даже вот при том, что он употребляет, они очень даже неплохие. А, соответственно, если он откажется от алкоголя, то у него успехи станут, ну, соответственно, еще то есть лучше. эйфория и воодушевление от успеха в спорте его ну, как бы продвинуло к здоровому образу жизни. Да, спровоцировало, здоровому образу да? жизни, к спорту, то есть вот он. Ну вот сейчас идет неделя отказа от алкоголя, да? Вот насколько чаще стала появляться тенденция, что люди выбирают спорт и здоровый образ жизни, даже если они долгое время, ну, скажем так, употребляли алкогольные напитки, и это было их основным видом деятельности? Ну, в целом, много где такое можно увидеть.
даже не сейчас, даже и в прошлом, допустим, если взять в пример некоторых спортсменов, самый знаменитый, вот, например, ну, боксер, это вот Майк Тайсон, да, он из своих мемуаров там писал он, что начал алкоголь употреблять вообще в детстве. Например, не то, чтобы начал, впервые попробовал. Наркотики тоже в подростковом возрасте, но тем не менее спорт ему помог избавиться как от алкогольной зависимости, так и от наркотической. Ну и вот какой он грех совершил, как он сам говорил, он фальсифицировал свои анализы, вот, чтобы, так сказать, участвовать, да, в соревнованиях. И, как он сам упоминал, когда он Холлифилд, кажется, звали его соперника, вот, он упоминал о том, что наркотики тоже повлияли на то, что вот он ему ухо-то откусил. Вот, то есть не только потому, что он его, так скажем, неспортивное поведение того оппонента его, но и то, что вот он такой раздражительный был до ужаса, да, то, что вот это он употреблял наркотики в это время тоже. Да. Спасибо большое за подробный рассказ. Я уверена, что позитивные примеры будут влиять на то, чтобы больше людей вели здоровый образ жизни. Желаем всем здоровья, желаем вам меньше работы в вашем случае, ну и нам больше спортивных всем успехов и здорового образа жизни. Дорогие друзья, но сейчас мы хотим вернуться к не менее важным советам. По данным последних исследований, более 40% детей в многоязычных семьях к 10 годам теряют беглость в родном языке своих родителей. Целый пласт культуры, традиций и мудрости предков оказывается для них закрыт. Языковая среда, давление глобализации – все это влияет на владение родным языком. Поэтому спешим к вам на помощь с новым уроком якутского языка. Аламай күнінен. Аламай күнінен. На прошлом выпуске мы прошли гласные звуки якутского языка. Сегодня мы пройдем согласные. Аня, какие согласные звуки якутского языка тебе трудно произносить? Может, вспомнишь? Мне трудно произносить согласные, которых нет в русском языке. Действительно, в якутском языке из 32 согласных 5 согласных являются специфическими. Это г, дж, н, н и х. Попробуем их произнести. Сначала слушаем, потом повторяем. Дж. Мягкий согласный, как в английском имени Джордж. Дж. Дж. Н. Мягкий согласный, как в английском слове new. Н. Н. Угу. Н. Носовой звук, как в английском слове sing. Н. Н. Г. Звонкий вариант шелевого звука х, как при полоскании больного горла. Г. 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 Угу. И звук х, который похож на легкий смех или покашливание. Х. Х. Отлично. Закрепим эти звуки на примерах. Дж. Джон. Джон. Дже. Дже. Джикти. Джикти. Со звуком не. Нёска. Нёска. Нирей. Нирей. Нюрба. Нюрба. Со звуком н. Оңор. Оңор. Келин. Келин. Барың. Барың. Со звуком г. Ага. Ага. Еще раз. Ага. Ага. Агыс. Агыс. Тогус. Тогус. Со звуком х. Огок. Огок. Еще раз. Огок. Огок. Тухак. Тухах. Еще раз. Тухах. Тухах. Сахан. Сахан. Молодец. Аня отлично справилась. В заключение затронем еще одну особенность якутского языка. Согласные в якутском языке при словообразовании могут удваиваться. Например, к-к,
ПП, СС, ТТ, ХХ, ЧЧ, ЛЛ, ММ, НН, НН, НН. Отдельно произнести их не получится, поэтому посмотрим на примерах. Слушаем и повторяем. КК, ОКО, Око. АККА, Ака. ПП, АППА, Апа. Олопос, Олопос. СС, Сесе. ЭССЕ, Есе. ÜССЕН, Исен. ТТ, ОТТУК, Оттук. БАТТЫК, Баттык. ХХ, ТОККА, Тока. ТОККА, Тока. БÖККÖ, Дөкө. БÖККÖ, БÖККÖ. Дөхө. Хорошо. Джебертехай. Мы прошли согласные звуки якутского языка. Слушайте якутские песни и обращайте внимание на пройденные звуки. Это будет очень полезно для дальнейшего изучения языка. Керсё хадери. Кирсё хадери. У каждого из нас есть своя отдушина, правда, что можно и песни послушать, почему нет, еще и на родном языке. Кто-то вяжет, кто-то рисует, а наша героиня выращивает петунии. Но делает она это с таким трепетом и масштабом, что соседи и прохожие останавливаются, чтобы полюбоваться на это цветочное благоухание. Сегодня мы узнаем секреты, как можно вырастить такие красивые клумбы. Ну вот сейчас мы попьем чаю. Как это приехали в гости и уехать без чая? Так не бывает. Проходите. Да, Такой красивый. тортик, телеканал Якутии 24 от Наташи и Петуньи. У меня такая кличка. Здорово. Вот это да. В первый раз нас встречают вот с таким именным тортом. Да. Спасибо большое. Вот так нашу съемочную бригаду встретила героиня нашего телепроекта «Мы вам покажем» Наталья Зорина. Она, как и многие садоводы, очень любит петунью за красоту и неприхотливость. Но в таких огромных количествах этот цветок растет только у нее. Одна из первых среди садоводов Якутии начала выращивать сорт петуний тайдал. Здесь 16 кашпо, мисок на 11,5 литров. Я могу вам показать. Вот. И здесь по 2 кустика в каждой миске, потому что это микс. Альбертина и Антуанетта. Это все начинается с рассады. Рассаду я начинаю сеять в марте месяц. Где-то примерно. Сама смотрю по погоде, как у нас. И все, я начинаю в рассаде ее выращивать. И если вижу, что что-то пошло за грани горшочка, я начинаю ее, естественно, прищипывать. Оставляю в ней в пазухах. Из пазухов потом начинают идти свежие листики. Когда я сажу в рассаде, я очень сильно кормлю, когда она примерно сантиметров 10 в горшочке. Я кормлю азотным удобрением, где находится 70%. Это мочевина. 10 грамм на 10 литров развожу и обильно поливаю. Как я увижу, что у меня большой объем зелени, я начинаю фертикой кристаллон. Потом для цветения обязательно нужно калий. Это монофосфат калия. Я покупаю Агробал торф синий. 70 литров, в мешке есть, если по 25, и 1 к 1 с черноземом делаю. Наталья знает по опыту о многих секретах выращивания петуний. Весь ее сад утопает в нежных облаках этого растения. Из одного семечка вырастает целая клумба. Здесь я дала маленький объем, здесь 11,5 литров, но он может и в 60 сидеть, и в 80. 80 он будет еще краше. Ее черенковать можно, да? Ее можно вот в корневин обмочил и в таблеточку вставил, и все. Все, пойдет. Цветочная кутерьма у Натальи начинается ранней весной. Весь дом превращается в огромный полигон для посева рассады. Помимо петунии, Наталья любит и домашние цветы, особенно бегонию. Это разновидности бегонии вообще. Здесь сидит, вот сорт забыла я и не вспомню. Ну, в общем, как беликония она свисает вот такими вот гроздьями. Здесь
огонек. Вот такая красивая махровая. И вот такая белая. Это пендула. Наша героиня с детства проживает в Нижнем Бестяхе. Это поселок городского типа, с недавнего времени административный центр Мегино-Кангаласского района. Своим трудолюбием и искренним желанием поделиться знаниями о своем увлечении завоевала заслуженное уважение земляков и единомышленников. Юлия Михайлова, Джулустан Иннокентьев, Нижний Бестях. Чтобы полюбоваться на такую красоту, точно нужно отправиться в Нижний Бестях и договориться о том, чтобы побывать в гостях. Правда, удивительные клумбы, очень красиво, прям такое летнее настроение. И даже как будто чувствуешь запах. Ну, а прямо сейчас побываем в других местах и узнаем самые последние новости. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. В Госдуме опровергли слухи о новых запретах для дачников. В Комитете по аграрным вопросам пояснили, что с сентября заработают уточняющие поправки. Они не добавляют новых ограничений в законе о садоводстве, а лишь наводят порядок и борются с незаконным использованием участков. Депутаты пояснили, что любой бизнес на дачах запрещен уже 7 лет, но некоторые используют земли в садовое некоммерческое товарищество. Для бизнеса открывают гостиницы, склады, автосервисы и кафе. Это незаконно и лишает местные бюджеты налогов. Поправки вводят за это штрафы. Потрогай, пощупай. Здание Национальной библиотеки готовят к столетнему юбилею. Проводят капитальный ремонт. Бригады выполнили облицовочные работы, заменили полы вестибюлей, покрасили и уложили напольные плиты лестничной клетки пожарного выхода. Установили лестничные выходы с 1 по 4 этажи. Заменили старые деревянные оконные блоки, также полностью отремонтировали потолки. Сейчас идет демонтаж витража, служебного входа и фасада. Работы выполнены на 90%. 90% работы сделали. Осталось у нас основная витраж. А если это они установят, этим мы заканчиваем эту работу. Это первый этап. Второй этап в следующем году, в 2026 году будет. У нас там 3-4 этаж. Читальные залы, фойе, мы уже готовы. Там цементом все сделано. Дизайн тоже начали делать. Сейчас мы ждем и утвердим, и будем уже ждать следующий год. Россияне стали тратить больше на книги. Общие продажи с начала года выросли на 16%. Средний чек одной книги достиг 670 рублей. Это на 15% дороже, чем в прошлом году. Причем сейчас люди стали чаще покупать сразу несколько книг. По жанрам спросом пользуются художественная литература, нон-фикшн, детская и учебная. Также россияне стали чаще покупать подарочные издания. В топе таких подарков молодежная проза, ностальгические франшизы и красиво оформленные фэнтези. Эксперты говорят, что люди стали обращать внимание на оформление книг, и снова появилась мода на дарение литературы. На днях в Амге по инициативе предпринимательницы и общественницы Натальи Шишигиной распахнул свои двери ретро-музей СССР. Под музей Наталья Ивановна выделила свое здание на окраине села, где несколько лет назад держала аптеку. Односельчане помогли привести территорию в порядок, а также с удовольствием поделились ретро-предметами. Благодаря общим усилиям удалось собрать коллекцию советской посуды, книг, косметики, музыкальных инструментов, игрушек, сумок, мебели, различной символики. Музей состоит из нескольких зон и является общественным проектом. Эта идея пришла, конечно, как-то моментально. Мы про музей стали думать с ноября месяца. И в это время вот зиму собрали вот эти все экспонаты и подарили местные жители. Благодаря им вот сегодня мы открыли музей. Но музей будет не такой, как музей, да, который краеведческий, там, но именно вот это быт Советского Союза. И с одной стороны он будет как бы трогательный, да, тут могут подойти там читальный зал, сидеть, читать газету, дети могут играть, посмотреть диафильм, денды могут играть. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.
Здорово, когда открываются такие интересные объекты, ведь история, она повсюду. Улицы нашего города — это не просто асфальт и дома, это живые артерии, хранящие память поколений. Каждое название, каждый фасад — это страницы большой истории. Какие знаменитые люди ступали по ней и что за секреты скрывают ее повороты. Следующий сюжет — это путешествие по одной из улиц нашего города. Приветствуем, дорогой зритель! Сегодня вместе с тобой я бы хотела пройти по улице имени Курашова Ефима Ивановича. Курашов Ефим Иванович являлся командиром 2-го батальона 226-го Петроградского полка. Под его командованием был выигран Беслярский бой. За мужество и героизм Курашов был награжден орденом Красного Знамени и нагрудным знаком якутского ЦИК. Протяженность улицы чуть более 1 километра. На ней располагаются торговые центры, жилые комплексы, сухой фонтан, сквер труженикам тыла, Верховный суд Республики Саха-Якутия, памятная доска героям сельского хозяйства и школа номер 7. Курашовой улица стала с 1923 года. До этого она была известна как Громовая, а еще раньше как Парниковский переулок. Название произошло от имени известного предпринимателя, жившего на этой улице, Василия Парникова. На углу с улицы Казарменной, ныне известной как Орджоникидзе, располагался его двор. Также на углу с этой улицы располагались постройки известного торговца Гринштейна. На территории ныне стоящего Верховного суда был двор местного района. Позже там было Министерство местной промышленности, а затем и квартиры горожан. На другой стороне стоял дом казака Митрофана Большего. На этом же месте в 1945 году было возведено двухэтажное здание. Оно было создано специально для передовиков. Удивительная история, удивительная улица. Гуляйте по улицам Якутска чаще, это отличный повод. Ну, а прямо сейчас остается пожелать вам доброго утра, хорошего настроения. Начинайте его всегда с улыбкой вместе с нами. До новых встреч!